На стадионе «Энергия» состоялось торжественное закрытие 15-х юбилейных традиционных соревнований среди землячеств районов Чувашской Республики «Кубок дружбы» по игровым видам спорта, посвященных Дню города Чебоксары. В церемонии закрытия и награждения призеров приняли участие почетные гости, одним из которых стал депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов. И действительно, Чувашская Республика славится своими землячествами, дружными, сильными и спортивными. Мы сегодня это убедились. Из года в год эти соревнования становятся все более массовыми, все более активными. И мы видим, что практически все районы нашей республики участвуют в этих мероприятиях. Ну а как всегда мы говорим, что побеждает, конечно, сильнейший, кто больше готовится к этим мероприятиям. Но на этих соревнованиях всегда побеждает дружба. Дружба всех землячеств нашей республики. Напомним, что традиционные соревнования «Кубок дружбы» проходили с 14 по 18 августа на стадионе «Энергия». В программу соревнований были включены следующие виды спорта – мини-футбол, волейбол и перетягивание каната вне конкурса. В этом году организаторами турнира было принято решение, что предыдущий переходящий Кубок дружбы оставить на вечное пользование команде Аликовского землячества. Абсолютно новый Кубок чемпиона получила команда Батыровского землячества, которая заняла первое место в общекомандном зачете традиционных соревнований Кубок дружбы. Это ежегодный турнир Кубок дружбы. Мы уже выступаем 15 лет. И этот кубок, как всегда, был трудный, но нам удалось завоевать наконец-то первое место. Мы счастливы, довольны. Спасибо организаторам. Помогло нам выиграть наша дружба батыровская, которая крепкая, и всегда помогаем везде, не только в спорте, и в быту, в работе. Сплоченность батыровский помог нам выиграть. По итогам соревнований лучшей в мини-футболе стала команда Батыровского землячества, а в волейболе – Маргаушского. Вне конкурса был разыгран дополнительный ценный приз в программе перетягивания каната, где команда Чебоксарского района уступила команде Яльчикского землячества. Все призеры и победители получили соответствующие грамоты, медали и денежный приз на приобретение спортивного инвентаря на сумму 50, 70 и 100 тысяч рублей. Ольга Василик, Степан Гурьянов, «Жизнь столицы».